Ну, предыстория создания картины «17 век» Шавхалы после междоусобиц очень достаточно длинная, но и, может быть, в определенной степени очень знаменательная. Создавалась история Дагестана в живописи. Такая была программа. Эта программа была правительственная. И вот ряду художников, в общем, было дано такое задание, значит, разработать определенные эскизы, определенные темы. И после долгих вот каких-то поисков я остановился на этой теме, потому что это вообще очень знаменательное явление и очень знаменательное событие для кумыков, в первую очередь. Потому что вот тут сейчас в центральной части там картины появляются достаточно значительные фигуры, знаменательные фигуры. Вот предвосхищая и сегодняшний день, я должен сказать, что там и Султанмут присутствует как правитель северных кумыков, который, в общем-то, участвовал в объединении этих кумыкских княжеств. А значит, две как бы стороны там, как бы в этой схеме этой композиции картины, как бы противостояние двух сторон, двух тенденций, двух направлений в плане осуществления вот этих замыслов объединения. Поэтому там, значит, присутствует как бы Чопан Шавхал, там исторические люди, может быть, в определенной степени исторические личности, там как бы в определенной степени, может быть, вот этой канвы исторической не выдерживают, но в данном случае, как в художественном произведении, там, значит, Алибек, значит, Казикумухский, Гирей Шамхал, в последующем они становятся правителями кумыкских земель, этими самыми шавхалами тарковскими. Вот такая предыстория. Это 95-й год, когда я писал эту картину. Время было такое, что истории Дагестана и становлению народа, самосознания вообще всего дагестанского народа происходили очень значительные события. Люди пытались осознать уже, кто мы, что мы, откуда мы, чьи мы и с кем мы вообще идем, для чего мы вообще в этом мире. Вот одним из ответов моих личных, как художника, это было создание этой картины. Она была в 97 году, по-моему, закончена, или сейчас трудно, или в 95-м. В последующем она была выдвинута на государственную премию Республики Дагестан. Она получила эту государственную премию за эту картину. Я в свое время вот такой получил. А что касается дальнейшей ее судьбы, она в музее, но она очень много репродуцируется. Мне, с одной стороны, приятно, когда ко мне обращаются с просьбой разрешения репродуцировать эту картину. С одной стороны, мне внутри себя, как кумыка, тоже определенная гордость, потому что если бы я это тогда не сделал бы, когда бы я послезавтра не сделал бы, наверное, изменилось бы какие-то мои суждения. С точки зрения того, что преподнести просто для людей, для своих земляков, для своего народа, как определенный вот какой-то след, который мне вот, в общем-то, внутри себя и внутри меня, что ли, так, если говоря, это мне приятно, да. Вам это удобно. Да. То, что вот ряд других вещей вот здесь, которые стоят, эти вещи бы создавались как вот такой огромную, скажем так, галерею великих деятелей тюркского народа. То есть тут не обособленно только кумыки взяты. Вот в данном случае и Атилла, и Эльфер, это гуны, хазары, Кубратхан, Чопан Шавхал уже вот здесь, вот уже потомки они. Ну и Султанмут уже как бы вот эти. Они создавались отдельно. Они создавались такая большая портретная галерея этих великих наших потомков. Не потомков, а великих наших предшественников, великих наших кумыкских деятелей. И они в своей степени были подготовлены, в общем-то, для такого. Вот сегодня я с удовольствием увидел этот календарь, в котором они все собраны, все эти вещи.
они создавались для вот такого, ну, пропаганды, что ли, опять же, всего того, что связывает наш народ кумыкский, попытка вот осознать историю кумыкского народа и вообще тюркского мира, и как бы его корни, ведь это и, да, кумыкского народа. А вот если говорить насчет портретного сходства, тут можно говорить об этом? Вы знаете, дело в том, что это вообще очень сложный вопрос. Реконструкция исторического лица – это очень сложный вопрос. Дело в том, что вот сказать, ага, вот мы сфотографировали в истории, это сохранилось, такого нет, естественно. Что предвосхищает или предшествует этой работе? Это, значит, такая исследовательская вещь. Потом у меня очень замечательные друзья, историки, вообще они копают очень хорошо, глубоко и плодотворно, что они мне иногда дают огромное количество такого материала. Дело в том, что вот последняя вещь – это вот Солтамут. Он одет вот так, не одет так. Или же это был в данном случае этот шлем или не этот шлем. Но есть описание его, как вот этого человека, эту личность. Есть определенное описание. Вот это описание начинает служить этим самым. Там еще есть одна вещь. Вот такая, ну, для вот реконструкции. Надо, чтобы последующим нарисованное такое лицо или образ этого, надо, чтобы вот тот зритель, который будет смотреть, или тот человек, который будет смотреть, или люди, которые будут это смотреть, у них внутри не возникало, а был ли он такой, а мне что-то вот сам есть вы сомнения. Вот эта убежденность, вот это для художника это очень важно, вот убедить его, что да, черты лица, типаж был вот таковым. Ну, это вот отвечая на вопрос вот это. Конечно же, это большая такая работа. И еще когда так вот подсовываешь картинки своим друзьям, тем, кому специалистам, важно, чтобы он взял, он не спрашивал, а начинал верить в это. Вот это очень важно в реконструкциях этих наших исторических личностей.